Большое путешествие большой семьи, так называется новый социальный проект в формате тревел-шоу в Башкортостане. Он создан по инициативе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики и показывает жизнь многодетных родителей и их сыновей и дочерей. Обсудим детали вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня у нас Елена Берникова, соавтор проекта «Большое путешествие большой семьи». Елена, здравствуйте. Добрый день. Давайте с самого начала. Как возникла идея, какие задачи и цели преследуете? Идея этого проекта возникла достаточно давно. Мамой и папой нашего сегодняшнего проекта является проект 5.ru, который в 2000-х годах шел на башкирском спутниковом телевидении. Там было 16 серий, это очень был сложный, мощный проект, достаточно интересный, где идейные вдохновители были Луиза Фаршатова, Николай Кочнев, Роза Ветров и Елена Алексеевна Кочнева. Мы с ней очень хорошо сдружились, так как я была участницей одной из серий. Значит, после этого мы как-то, сидя на кухне, решили, а не возродить ли нам этот прекрасный проект, но немножечко в другом формате. Почему бы не поехать путешествовать с семьям? Сначала была идея создать просто серии о путешествии семей, мама, папа, ребенок, но нам показалось, что будет намного интереснее и значимее, если поедут путешествовать именно многодетные семьи. Что дает это для республики и отдельно для каждой многодетной и не только многодетной семьи? Во-первых, это обращение внимания, прежде всего, да, на многодетную семью. Возникает же очень много вопросов у людей, как они живут, как справляться, когда столько детишек в семье. И мы показываем наглядно характер поведения многодетной семьи в предлагаемых обстоятельствах. Они выполняют определенные конкурсные задания. Так называемый последний герой, но для многодетных семей. Конечно же, в стиле лайт, там нет никаких прыжков через огонь, но тем не менее. Во-первых, демография, да, вот как я уже сказала, обращение внимания на рост демографический. А во-вторых, мы знакомим с красотами Башкортостана эти семьи. Мы знакомим с нашим многонациональным населением Башкортостана, знакомим с ремеслами, которые есть. Ведь там и немецкие деревни, мордовские деревни, марийские, литовские, куда мы только не возили наши семьи. Уже были в 3 районах. И незабываемое просто было путешествие, по крайней мере, это такое мнение мне высказывали сами участники проекта, мамы, папы, ну и детишки тоже. Вот семьи уже были в 3 районах. Расскажите, пожалуйста, кто герои проекта, да? Какие это семьи, сколько детей они воспитывают, в каких районах побывали и как проходили съемки? Первые съемки были в Архангельском районе. Мы очень благодарны, что проект поддерживают именно администрации районов. Они очень радушно нас встречают. Первые съемки проходили, как я уже сказала, в Архангельском районе. Там настолько было интересное путешествие и в Аскинскую пещеру ледяную. Семьи были 4-5 детей. Вот так. Значит, Мелюзовский район, там также были детки, 3-4, ну мы обычно от 3 до 5 детей. Да, в Мелюзовском районе также съемки были настолько впечатляющие. 3 камеры, плюс квадрокоптер, профессиональнейший звук. То есть очень интересные съемки. И вот недавно буквально у нас завершились съемки в Нуримановском районе. Также был очень радушный прием. И Нуримановский район нас принял после того, как мы получили, точнее не мы получили, а Ассоциация родителей и педагогов подали на грант. Мы им подали идею, чтобы возможность получить грант. И подали на грант. Сделали совместный проект только на 3-ю серию. То есть и наш проект дал название вот этому уже большому проекту
«Большое путешествие большой семьи», куда вошло и съемки фильма, фестиваль семейной ценности, и конкурс видеороликов «Семья в кадре». Но я хочу сказать, что проект, он существует отдельно, то есть «Большое путешествие большой семьи». Это отдельный проект, телевизионный проект в формате travel-шоу, где именно путешествуют многодетные семьи, и стоят вот несколько задач. Это внимание к демографии в нашей республике, это развитие туристического бизнеса в нашей республике, и плюс ко всему, естественно, еще и, так скажем, интерес, как ведут себя, именно психологический интерес, как ведут себя вот в предлагаемых обстоятельствах, когда они несколько выходят из зоны комфорта, семьи, где много детей, как у них взаимовыручка срабатывает. Что-то неожиданное было с этой точки зрения? Я не могу сказать, что что-то было неожиданное. Безусловно, но какие-то мелкие конфликтные ситуации. Исключительно, когда возникает спор во время конкурса. Кто должен выполнять, кто первый пойдет, кто последний пойдет. А так нет. Но это мелочи, в любом мелочи, случае. Безусловно. Как вы можете охарактеризовать многодетные семьи? Вот те, кто решается на этот шаг, как вы можете их охарактеризовать? И сложно ли это, вот, на ваш взгляд, как вам показалось со стороны? Вы знаете, у меня один ребенок, и я так и не решилась родить второго ребенка. Мы говорим про героев проекта. Но, глядя на героев проекта, я вам могу сказать, мне показалось, или же это все сложности были настолько у них завуалированы, или же на самом деле иметь 5 детей – это совсем не сложно. Понимаете, я, глядя на них, я видела настолько легкие взаимоотношения супругов, никаких ссор, никакого первенства, какого-то желания первенства у детей. Старшие возятся с младшими. То есть я все больше и больше делаю вывод, что многодетная семья – это здорово. И если уж у меня один ребенок, я надеюсь, у меня будет очень много внуков. По крайней мере, я этого очень желаю своей дочери. Но помимо экотуризма, проект «Большое путешествие большой семьи» также преследует цель рассказать и об агротуризме. То есть герои проекта, они посещают фермерские хозяйства, пасеки, всевозможные плантации. Тоже в Башкортостане у нас развито сельское хозяйство. Вот для чего это делается? Для чего это делается? Наверное, опять же, чтобы привить интерес к фермерству, возродить фермерство у нас. Оно начало развиваться, и я надеюсь, что оно будет развиваться все больше и больше. У нас были участники, у которых пасеки, у нас были участники, которые занимаются сбором трав, например, и это очень интересно. Это такое, для кого-то это работа, для кого-то это хобби, для каких-то из семей. Но, тем не менее, они настолько увлечены своим делом, и потом, когда они побывали, например, в Архангельском районе, они побывали на пасеке, у них был конкурс на пасеке. В Мелеузовском районе они побывали на экобазе, там козья ферма была, учились доить козу. Им рассказывали, как производятся сыры, причем такие сыры есть только аналог во Франции, еще у нас в Башкирии. Вот вы представляете, насколько мы многого не знаем о фермерских хозяйствах у нас в Башкирии. А мы сами знакомимся с удовольствием. Каждый район настолько предоставляет много информации и с удовольствием участвует. Они даже и конкурсы придумывают все. Как вы оцениваете в целом инфраструктуру туристическую для отдыха семей, в том числе и больших семей, да? Вот как вы можете это характеризовать? Достаточно неплохо развито. Мне очень жаль, что нет такой рекламной информации по туризму у нас в Башкортостане. У нас же настолько красивые места. И действительно есть прекрасные турбазы, прекрасные дома отдыха, куда можно приехать и не так дорого отдохнуть с семьями. Рядом, пожалуйста, и водохранилище, рядом озера. Вот тот же самый Мелеузовский район. Великолепнейшие условия, просто великолепные. Как стать героем проекта «Большое путешествие большой семьи»?
есть два момента. Есть, значит, если мы договариваемся с администрацией района, то, значит, район сам готовит нам семьи. Каждому району выгодно своих, естественно, представить, своих наградить, потому что семьи в конце четвертой серии, так скажем, четвертого дня, они получают подарки, великолепные подарки от администрации района. И поэтому или же район нам готовит семьи, или же мы, например, объявляем конкурс в соцсетях, распространяем эту информацию и отбираем потом семьи. Спасибо большое, Елена. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была соавтор проекта «Большое путешествие большой семьи» Елена Берникова. И мы говорили о том, как развит туризм в Башкортостане и где семьи могут отдохнуть. Оставайтесь на БСТ.